В эфире телеканала «Якутия-24», глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. И сегодня мы будем подводить итоги уходящего месяца. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с более широкого времени, так скажем. Да, сегодня ровно год, как вы занимаете должность главы Якутии. То, что касается развития республики, каких социально-экономических показателей удалось достичь? И, все-таки, наверное, главным таким индикатором работы власти это является уровень жизни населения. Вот, что есть рассказать вам? Конечно же, прошедший год был далеко не простым для нашей республики. Если вспомнить даже вот ситуацию, которая у нас складывалась год назад, то на конец мая у нас была очень тяжелая, напряженная ситуация с бюджетом. Была очень значительная, десятки миллиардов рублей кредиторская задолженность бюджета перед своими поставщиками. Были вложены в бюджет расходы по жилищно-коммунальному хозяйству, по заработной плате по ряду отраслей. Но я считаю, что благодаря тем решениям, которые были приняты и здесь у нас на уровне республики, и благодаря огромной поддержке президента страны, правительства страны, мы на самом деле добились очень серьезных успехов. Впервые в истории республики у нас валовый региональный продукт вышел за 1 триллион рублей. Это очень серьезное достижение. Республика рассчитывала выйти на ВРП в 1 триллион рублей не ранее 2021 года. Мы также установили ряд таких серьезных достижений по добыче полезных ископаемых. Исторические максимумы у нас по добыче угля, по добыче нефти. За все постсоветское время республика не добывала сколько золота, 28,5 тонн, как в прошлом году. Ну и, конечно, самое главное, на наш взгляд, достижение, то, что все-таки это привело к увеличению реальных доходов якутян. Могу сказать, что сегодня уже Росстат дает данные, что тот показатель, который для нас является очень серьезным, очень таким тревожным, число бедных, а у нас их в республике на начало 2018 года было свыше 20%, все-таки мы за год работы, пусть не сильно, но уже снизили. Оно где-то сейчас в районе 18,5%. Конечно же, на мой взгляд, то, что сегодня мы имеем стабильный, очень такой выверенный бюджет, тоже играет свою роль. Это и полностью, скажем так, исполнение наших обязательств перед нашими контрагентами, это стабильная выплата заработной платы, это те подходы, которые у нас сегодня закладываются в работе с муниципальным образованием по решению тех или иных задач. Я считаю, что это все вот как раз благодаря тому, что бюджет республики на 2019 год, он очень реалистичный, он сверстан, исходя из реальных наших доходов, и сегодня он исполняется как раз практически на 100%. И это дает нам возможность достаточно уверенно его планировать. И это, кстати говоря, уже оценивается крупнейшими рейтинговыми агентствами, и мировыми, и российскими, которые практически сейчас уже, некоторые уже повысили, некоторые сейчас находятся на рассмотрении. И мы уверены, что позиции республики будут пересмотрены в сторону улучшения прогнозов по ее развитию. По ходу эфира мы еще вернемся к вопросу о бюджете, о финансировании, по повышению качества жизни населения. Сейчас хотелось бы коснуться вопроса. В начале срока своего вы заявили о том, что расселение людей из ветхого и аварийного жилья будет приоритетом работы власти. Особенно это касается финансирования программы для региона. Мы знаем, что в прошлом году финансирование было увеличено, и с какими результатами мы пришли в реализацию этой программы сегодня? Безусловно, расселение людей, проживающих в аварийном жилье, это приоритет власти и муниципальной, и республиканской, и федеральной. Благодаря, опять же, решениям президента страны, благодаря его майскому указу и благодаря той поддержке, которая была оказана республике, мы сегодня являемся получателями практически чуть менее 20% всех средств, выделенных на переселение из аварийного жилья по всей стране. Ну и объем аварийного жилья, конечно же, у нас колоссальный. Мы должны по 2024 год расселить 1 140 000 квадратных метров аварийного жилья. Это огромная площадь.
По прошлой программе нам удалось расселить порядка 450 тысяч квадратных метров. То есть это более чем 2,5 раза превышает эти показатели. При этом хочу сказать, что если на первом этапе у нас основная масса от аварийного жилья все-таки была по городу Якутску, а многие районы, даже большинство районов практически даже не попали в эту программу, то сейчас реализация этой программы коснется всех без исключения муниципальных районов и городских округов. При этом город Якутск занимает только 4-е место по объему аварийного жилья, которое предстоит расселить. У нас на первом месте как раз вот Алдан, Ленск, Нерюнгри и только потом Якутск. Задача очень непростая, очень сложная, я даже честно скажу. К сожалению, на местах еще многие муниципальные руководители не до конца понимают ответственность и тот масштаб задач, которые им предстоит решить. Но я уверен, что вот созданная специально для этих задач дирекция жилищного строительства задачами справится. И как раз при поддержке муниципалитетов, при поддержке общественности, которая, я уверен, будет контролировать ход исполнения этой программы, мы сможем эту, на самом деле, очень грандиозную задачу в установленные сроки решить. Уже сейчас идут объявлены конкурсы на приобретение и на строительство жилья, в том числе вот по городу Якутску, по Жатаю, на компенсации тем людям, которые захотят получать не новое жилье, а денежную компенсацию. Ну и, конечно же, я считаю, что вот в июне месяце уже все конкурсные процедуры по 2019 году будут завершены. Ну, а насколько города готовы к реализации этой программы? Насколько я помню, в прошлые годы были определенные проблемы в том же Алдане, в том же Нерюнгри, Серебряный Бор поселок. Вот именно для того, чтобы не было вопросов по именно строительству и по качеству стройки, принято решение централизовать это все на уровне республики в дирекции жилищного строительства. Но это не значит, что города, поселки не должны заниматься этим вопросом. Они, наоборот, сейчас у них освобождается больше времени, больше ресурсов, чтобы заниматься главным вопросом – работой с людьми. Я, бывая в районах, практически всегда посещаю аварийные дома, встречаюсь с людьми, разговариваю с ними, захожу в их квартиры и вижу, что, к сожалению, люди не везде и не всегда обо всем информированы. О тех подходах, которые есть по программе, о возможностях, которые у них есть. То есть сейчас же возможно не только, вот еще раз говорю, получить новую квартиру, можно и деньгами получить, можно и некоторые хотят и на вторичном рынке жилье получить и побыстрее. Вот все эти возможности до людей должны быть доведены, и, конечно, каждому человеку надо относиться индивидуально, потому что, к сожалению, вот это и мой опыт руководства городом Якутском показывает, и сейчас это видно во многих муниципалитетах. У людей, проживающих в аварийных домах, всегда очень много разных проблем. Начиная от отсутствия документов на проживание, заканчивая там уже рядом таких технических вопросов, скажем, даже семейных вопросов, да, связанных с разделом имущества, которые власть должна на самом деле помогать людям решать. Ну вот мы постепенно и переходим к вопросу качества жизни якутян. В прошлом году, в течение этого года, так скажем, также была решена проблема недофинансирования системы здравоохранения. И на это было выделено 6 миллиардов рублей. Как этого удалось добиться и каким образом будут распределены эти деньги? Конечно, в свое время, когда был переход на одноканальную систему финансирования из Фонда обязательного медицинского страхования по всей стране, а это происходило лет 7 назад, по отношению к нескольким регионам, в том числе к Республике Саха-Якутия, была допущена, на мой взгляд, большая несправедливость, когда были поставлены ограничивающие коэффициенты, именно для таких, скажем, которые должны были учитывать труднодоступность, природно-климатические условия тех или иных регионов. И 5 регионов, 4 дальневосточных и 1 Ненецкий автономный округ, мы оказались как раз теми регионами, которые наиболее пострадали. Больше всех пострадала Якутия, которая по нашим подсчетам за это время теряла ежегодно где-то порядка 4-5 миллиардов рублей. Вот. Данный вопрос много раз поднимался на уровне правительства России, Министерства здравоохранения, ТФОМСа и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, но, к сожалению, он своего решения не находил. Вот. Я поэтому был вынужден летом прошлого года обратиться напрямую к премьер-министру страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву на большом совещании, посвященном вопросам развития Дальнего Востока на Камчатке. Дмитрий Анатольевич очень внимательно выслушал меня, поддержал и на самом деле поручил эту несправедливость ликвидировать. И
Вот, благодаря этому решению, которое попало в протокол решения премьер-министра, в достаточно короткие сроки мы смогли вот этот коэффициент вообще брать фактически, который у нас есть на территории. В результате этого из Федерального фонда обязательного медицинского страхования было выделено в этом году на 6,5 миллиардов рублей больше, чем раньше. Ну, с учетом, скажем так, республиканского бюджета и так далее, уменьшение тех отчислений, которые из республиканского бюджета шли на здравоохранение и были для нас необязательны. Сегодня фактически увеличено финансирование системы здравоохранения на 4,5 миллиарда рублей. Из них, конечно же, самая главная сумма – это в первую очередь заработная плата. На решение это направлено свыше 2 миллиардов рублей, и практически свыше 2 миллиардов рублей направлено на решение вопросов, связанных с лечением онкологии. Очень тяжелая задача, очень тяжелая проблема. К сожалению, мы все прекрасно помним, как до прошлого года практически не хватало элементарных лекарств для лечения этой страшной болезни. И, к счастью, вот еще раз говорю, благодаря этому решению правительства Российской Федерации, лично Дмитрия Анатольевича Медведева, сегодня мы уже имеем возможность, на самом деле, полный комплекс лечения, приобретения лекарств, в том числе дорогостоящих лекарств, уже решать. И я уверен, что вот эта работа будет продолжена. И, конечно же, то, что финансирование такой важной для всех нас отрасли, как здравоохранение, вышло на уже совершенно другой этап, уверен, в ближайшие уже месяцы скажется уже и на качестве указываемых людям медицинских услуг. Вот я здесь хотел бы уточниться. Вот вы лично объявили акцию, когда в течение месяца люди могли абсолютно бесплатно сдать онкомаркеры. Есть вот сегодня какие-то цифры, результаты? Вот, что получили люди? Вот, вы знаете, сколько? мы сейчас из-за огромного, не побоюсь этого слова, наплыва людей продлили эту акцию еще на месяц. Так? И она, если я не ошибаюсь, где-то уже после 13 июня должна завершиться. Сегодня уже, я по цифрам, которые у меня были еще несколько недель назад, свыше 40 тысяч человек уже воспользовалась этой услугой. Но я еще раз говорю, это цифра еще 10-дневной давности. Так, я уверен, что в конечном итоге эта цифра будет гораздо больше. И самое главное то, что выявляемость по этим анализам, да, она сегодня уже гораздо выше, чем при диспансеризации. То есть гораздо больше людей сегодня получили уже сигнал о том, что, возможно, им надо все-таки более серьезно провериться для того, чтобы окончательный диагноз поставить. Есть у них на ранней стадии. Да, на ранней стадии эта болезнь или нет. Так? Это, понимаете, это даже если речь шла бы об одной жизни, так, то надо было эту акцию проводить, а тут, как врачи говорят, идет речь уже о тысячах, почти о 1000 людей, которых предварительно уже необходимо более серьезно обследовать на предмет возможного наличия онкологических заболеваний. Поэтому я считаю, что эта акция полностью себя оправдала, и, конечно, надо будет ее и дальше в таком виде уже в наших районах республики, в городах республики проводить. Давайте поговорим о взаимоотношениях с федеральным центром. Многие эксперты отмечают, что сегодня Якутия является таким в лидирующих позициях в взаимоотношениях с Москвой. Насколько сложно строить диалог? Знаете, конечно же, диалог с федеральной властью абсолютно необходим. Потому что, во-первых, огромное количество вопросов сегодня решается именно в Москве, в части и финансирования, в части принятия тех или иных стратегических решений. Ну и, конечно же, вот то, что мне, как и ряду других губернаторов, было оказано год назад очень серьезное доверие президента нашей страны, которое я всегда чувствую, оно помогает мне в нашей работе. Так? И на самом деле, благодаря этому доверию, благодаря этой поддержке, многие вопросы, которые годами, если не десятилетиями у нас в республике не решались, они сегодня решаются уже немножко на другом уровне и приносят уже реальный результат для пользы именно жителей нашей Якутии. Вот как раз-таки один из примеров – это указ Владимира Путина о присоединении 8 районов нашей республики к арктической зоне. И тут, на самом деле, за последний год видно, что начинается работа в этом направлении. В вашем понимании, какой должна быть Арктика, так скажем, в ближайшую пятилетку?
Знаете, Арктика – это тот регион, без развития которого о развитии и нашей республики, да и в целом, наверное, России о развитии говорить не приходится. Мы обязательно должны переломить те негативные тенденции, которые у нас в Арктике, к сожалению, сложились. Я всегда говорю, что мы про Арктику слишком много говорили, но, к сожалению, мало делали. Вот. И надо было уже переходить от вот этих красивых, хороших слов уже к конкретным делам. Мы первые в Российской Федерации среди всех субъектов создали специализированное министерство по развитию Арктики. Оно было создано 30 декабря прошлого года. Мы сейчас занимаемся подготовкой государственной программы развития арктических районов. И, конечно же, то, что президент нашей страны 13 мая подписал указ о включении дополнительно еще 8 районов нашей республики, общей площадью почти 1 миллион квадратных километров, и включение их в арктическую зону Российской Федерации, это, конечно, в стратегическом таком плане, уверен, принесет огромную пользу для развития социально-экономического этих районов и вообще в целом нашей республики. Сегодня президентом объявлен абсолютный приоритет развития Арктики наравне с Дальним Востоком. Разрабатываются ряд проектов на уровне правительства Российской Федерации по ускоренному экономическому развитию регионов. Уже в самом таком предварительном этапе начала разработки механизмов социальной поддержки населения и социальной инфраструктуры в арктических районах. И, конечно, то, что вот мы, как республика, это движение начали первыми, нам сегодня помогает очень активно участвовать в формировании общероссийской арктической повестки. Я об этом могу честно сказать. Мы как раз один из тех регионов, которые практически на любом заседании, связанном с арктической тематикой, выступаем. Мы вносим свои конкретные предложения, с нами советуются. И уверен, вот то, что мы все-таки за 5 лет нашу Арктику, вот, падение, скажем так, всех показателей, которые у нас последние десятилетия были по Арктике, мы должны остановить и уже выходить на траекторию устойчивого роста по социально-экономическому развитию районов Арктики. Вот говоря о развитии, нельзя не сказать о том, что Якутия сегодня, ну и вы сами тоже об этом много говорите, о том, что Якутия взяла курс на креативную экономику. Это одно из важнейших направлений развития IT-технологий, цифровизация телевидения и радио в частности. С одной стороны, за этим будущее, но с другой стороны, не все якутяне одинаково готовы к этой самой цифровизации. Вот что делать? Вы знаете, насчет того, что наше население не готово к цифровизации, я могу поспорить. Так? Наше население и старый и млад к цифровизации очень относятся положительно. Так? И тот же процесс интернетизации, процесс овладения навыками там, работы в мобильных телефонах, там, в социальных сетях и так далее, да, он идет очень активно. Недаром по проникновению WhatsApp мы безусловные лидеры в стране. Так, это феномен ватсапизации общества, это уже отдельная тема для научных работ, практически можно сказать. И где бы я сейчас не был, в промышленных ли районах, в самых ли отдаленных арктических наших на слегах, вот недавно я был в Тумате, практически на берегу Северного Ледовитого океана, в Усьянском районе, так, ну, вопрос у людей, что там, что вот в Нерюнгри, что в Якутске один и тот же, как вы собираетесь обеспечить нам быстрый интернет? Так, как вы собираетесь нам снизить стоимость интернета? Так, вот такие вопросы, абсолютно причем такие. И когда у них начинаешь спрашивать, а зачем это вам нужно? Это нужно, оказывается, людям не только, чтобы там кино смотреть или какие там в интернете копаться, но это нужно в том числе и люди абсолютно серьезно говорят о получении государственных услуг, муниципальных услуг через интернет. То есть, еще раз говорю, не надо думать о том, что у нас вот есть общество, часть общества, которая не готова работать в цифре, да, а есть часть общества, которая готова. На самом деле мы все готовы. Дело власти обеспечить вот возможность, доступ к этой цифровизации, чтобы на самом деле интернет был быстрый, чтобы стоимость его не зашкаливала, особенности в Арктике, где у нас это все идет через спутник. Спутниковый интернет. И там же у нас как раз вопросы возникают и по телевидению, потому что вот сегодня цифровое телевидение по всей стране уже начинает включаться. У нас отключение аналогового телевидения будет 3 июня. Практически вся республика готова, но вот, к сожалению, в арктических районах около 2000 семей на сегодняшний день пока еще не имеют спутниковых антенн для того, чтобы иметь возможность получения цифрового сигнала. И сегодня правительство уже несколько дней назад
приняло решение о том, чтобы этим семьям предоставить субсидию. Она где-то будет порядка, если не ошибаюсь, около 36 миллионов рублей, вот на 2,5, по-моему, тысячи семей, для того, чтобы эти люди могли компенсировать свои расходы по установке вот этих спутниковых тарелок для получения устойчивого цифрового сигнала. Ну, это борьба с так называемым цифровым неравенством. Вот я помню, вы при запуске Вилюйского экспресса озвучили такую интересную цифру. Вот, да, сегодня действительно можно людей старшего поколения встретить в Фейсбуке, в Инстаграме, ну, понятное дело, WhatsApp уже, это наше все, как говорится. 5% ВРП увеличивается в тех районах, где появляется высокоскоростной интернет. Ну, вот люди, к чему люди идут? Вы сказали, госуслуги, наверное, все-таки образование. Еще к чему стремятся население? В любом случае, когда появляется быстрый интернет, это же быстрая работа по поиску товаров, по рекламе, с продвижением своих услуг, да, по поиску контрагентов, по быстрой связи между разными предприятиями, в конце концов, по контролю за проведением тех или иных работ. И на самом деле это не я придумал, это вот статистика показывает, что в тех районах, где появляется высокоскоростной интернет, связанный с приходом вот волоконно-оптических линий связи, реально ВРП района, вне зависимости от того, это сельскохозяйственный район или промышленный, или северный район, он вырастает где-то в среднем на 5%. Это очень серьезные цифры. Ну, теперь вопрос, который, наверное, я обязан все-таки задать. Все якутяне знают, что за последний год очень сильно актуализирован вопрос строительства моста через реку Лена. Ну, борьба за так называемый стратегический объект Дальнего Востока, не побоюсь этого слова. На каком этапе мы сейчас? Знаете, конечно же, за последний год вопрос по мосту, мы его практически вернули с самой дальней полки, на которой он был отложен, там в ряде федеральных министерств и правительства Российской Федерации, и вновь его вернули в активную повестку. То есть наряду сейчас вот с огромными проектами строительства там, транспортных разных проектов, ну, инфраструктурных проектов в Краснодарском крае, там, на Сахалине, на Енисее, на Оби и так далее, везде упоминается Еленский мост. Причем, если нас как-то раньше относились не очень серьезно, то сейчас мы уже постепенно начинаем уже набирать обороты наш проект, и уже есть, например, положительное заключение Минэкономразвития Российской Федерации о том, что проект строительства Ленского моста, конечно же, экономически очень интересен и может быть включен в комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны вот до 2024 года, то есть уже в ближайшие годы. Вот. Есть ряд поручений руководителей государства и президента страны, и премьер-министра, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра финансов Силуанова, министра транспорта Дитриха, которые все говорят о том, что проект наш достаточно интересный, проект важный, и сегодня уже идет речь о так называемых, скажем так, моделях, которые позволят этот мост построить. Вот. Конечно же, мы сейчас понимаем, что прямого бюджетного финансирования строительства моста навряд ли мы добьемся. У нас практически таких объектов-то по стране наперечет. Но вместе с тем проект по частной концессионной инициативе, по которому большинство транспортных проектов в стране реализуется, он для нас вполне возможный. Более того, наш проект, наверное, один из самых экономически эффективных, на что вот Министерство экономики обратило внимание. Потому что даже прямое снижение затрат на северный завоз для бюджета республики это в год порядка 3,5 миллиардов рублей. Плюс порядка 3 миллиардов рублей это снижение затрат для предприятий с государственным участием, опять же, на завоз северный. Так, начиная нефтепродуктов, заканчивая уже товарами первой необходимости. И в итоге мы можем получить, что в целом для нас, для государства, для Республики Саха-Якутия у нас снижение затрат на бюджет как раз по северному завозу, связанному как раз с строительством моста, где-то порядка 6-7 миллиардов рублей. Это очень большая цифра, это практически около 10% стоимости моста. И сегодня как раз расчеты наши все проверяются Министерством финансов Российской Федерации по поручению Силуанова Антона Германовича, первого заместителя председателя правительства. Также проверка идет со стороны Внешэкономбанка Российской Федерации, который также имеет мандат от правительства Российской Федерации на финансирование таких проектов. В случае, если наши расчеты будут подтверждены,
то алгоритм действий достаточно для нас понятный. Мы знаем, какие решения надо будет принимать для того, чтобы уже до конца 2019 года все-таки мы на решение о начале строительства моста вышли на уровне федеральном. Я уверен, что у нас это получится, потому что тут надо работать, тут надо доказывать, и не просто там словами, а еще раз говорю, экономическими выкладками, цифрами. Я практически каждый месяц с тем или иным действующим лицом этого процесса встречаюсь на высшем уровне, да, для того, чтобы наш проект не останавливался, а все-таки шел вперед. И еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, сегодня достаточно хорошая динамика. 24-й год не за горами, это 5 лет буквально. Давайте вернемся все-таки к периоду год назад. Год назад республика, в то время, когда вас назначили исполняющим обязанности главы республика переживала колоссальный ущерб от наводнения. В эти дни, год назад, происходило половодье на Колыме. В этом году, дай бог, пока все хорошо, все спокойно. Вот за счет чего удалось достичь то, с чем нынче мы встретили паводок? Конечно же, ситуация прошлого года была очень тяжелая. Мы, как республика, испытали самое серьезное наводнение за последние 18 лет. Десятки тысяч людей были подвержены этому наводнению. У нас сотни домов пострадало, десятки объектов социальных, сотни километров муниципальных дорог, региональных дорог были смыты. И вот опять же, благодаря личной поддержке президента страны и поддержке председателя правительства страны были выделены деньги. И на самом деле основную часть денег мы получили как никогда рано из федерального бюджета. Были выделены деньги из республиканского бюджета, несмотря на все сложности. И самая лучшая оценка это то, что уже осенью, когда мы входили в отопительный сезон, никто не вспоминал о наводнении. Вот нигде, ни в каком районе. Так, это говорит о том, что все-таки нам удалось за на самом деле максимально короткие сроки все работы провести на должном уровне. Практически большинство, подавляющая часть населения, которая могла получить какую-то компенсацию, какую-то помощь из бюджетов разных уровней, эту помощь получили. Правда, этот вопрос далеко еще не завершен, потому что, к сожалению, как всегда у нас бывает, у многих людей не оказалось соответствующих документов. Но сейчас через суды и так далее мы эти решения принимаем и уверены, что компенсация этим людям... суды – это формальности. Да, это формальности, это как раз мы людям сами и помогаем для того, чтобы решения вышли и компенсация из бюджета была получена. Вот. Что касается этого года, тут, конечно, мы должны понимать, что сила стихии – это сила стихии, тут ее предугадать невозможно. Да? Наверное, Бог просто в этот раз помиловал так нас всех. Вместе с тем, конечно же, мы были готовы к самым разным негативным сценариям, были готовы и к проведению взрывных работ. К счастью, в Центральной Якутии у нас взрывных работ практически не было проведено. Это на Алдане в районе Кюпцев мы провели, и провели мы взрывные работы в районе Сангар, да, когда там начался резкий рост уровней воды. Но вот по Среднеколымску я считаю, что как раз грамотная работа нашей оперативной группы, которая там сейчас расположена, и МЧСовской, и нашей республиканской, она и проведенные ею как раз взрывные работы, выше заторов, ниже заторов, она как раз позволила нам уровень воды, все-таки он достиг критического, да, но не стал уже запредельным, да, как у нас получалось раньше. Все-таки и поэтому вот сейчас уже уровни по Среднеколымску, они абсолютно уже нормальные. Каждый день там падение практически на 50-80 сантиметров уровня воды идет по Среднеколымску. Правда, вот сейчас по Зырянке началось определенное поднятие уровня воды, но оно уже не катастрофическое. Мы считаем, что самый пик по Зырянке и по Среднеколымскому району мы прошли. Сейчас остался, конечно, вот Нижнеколымский район, село Колымское, Походск, где ситуация достаточно для нас тревожная, да, и сам Черский. Вот, поэтому я, наверное, уже вот к концу недели вылечу в командировку по Колымским районам, где посмотрим последствия паводка, посмотрим вопросы подготовки к навигации, ну и на месте уже по Черскому будем принимать решения. Ну, по Яне и Индигирке пока там тоже ледоход идет, только начался, идет пока нормально, но громко говорить не будем, потому что, еще раз говорю, стихия – это стихия. В любой момент ситуация может резко осложниться. Хорошо. Подводя итоги, все-таки год был непростой. Что, на ваш взгляд, было самым сложным в качестве работы главой самого большого в стране региона? Ну и, может быть, были какие-то моменты, которые вы вспоминаете с улыбкой?
Вы знаете, на самом деле, конечно же, руководить Республикой Саха-Якутия, самым большим, самым экстремальным регионом, наверное, на планете, всегда будет непросто. Здесь никогда не будет сидеть и просто руководить. Всегда будут сложности, всегда будут трудности. Вместе с тем, я вот когда ездил по всем районам, и сейчас езжу, я вижу, что у наших людей есть абсолютно серьезный такой очень большой, очень сформированный запрос на изменения к позитивному, на хорошие изменения, так, и, конечно же, мы их будем поддерживать и двигать вперед. Вместе с тем, конечно же, надо и те решения, которые, ну, не то, что и ошибочные есть решения, которые, может, и правильно приняты, но до людей неправильно доведены, вот как, например, 202. Тут их надо признавать и вовремя принимать решения. Да? Я вот на самом деле с людьми достаточно много встречался на местах и вижу, что 202 постановление, может, оно и было принято из благих побуждений, из правильных подходов, но вместе с тем до людей оно было доведено абсолютно неправильно. Зачем тогда такое постановление нужно? Поэтому я вот счел возможным дать рекомендацию правительству отменить его, и правительство отменило. Сейчас будет другое постановление, которое как раз будет выверенное, будет со всеми районами, муниципалитетами согласовано и приведет, я уверен, к лучшим результатам для изменения нашей социальной сферы. Мы на местах социальную сферу все-таки должны менять. Мы не можем жить с архаичной системой еще 90-х годов. Ведь главная задача образования не в том, например, чтобы трудоустроить людей, да, как сейчас пытаются представить. Главная задача образования, чтобы наши дети на местах получали хорошее, качественное образование, чтобы эти люди потом могли получить высшее образование, среднее профессиональное образование и стали высококвалифицированными специалистами, которые будут достойно зарабатывать, обеспечивать себя, свои семьи, двигать вперед нашу республику. То же самое касается и здравоохранения, и культуры, и других сфер, социальной сферы, ну, жизни нашей. И я уверен, что народ меня поймет, и мы как раз правильное решение примем для того, чтобы вот качество, еще раз говорю, нашей социальной сферы вышло на совсем другой уровень. Ну, а что касается смешного, вы знаете, я вот проводил совещание по развитию кино, якутского кино, так, мы приняли на самом деле очень серьезное решение. Со следующего года не менее 80 миллионов рублей будет выделяться на поддержку нашего якутского кино, на поддержку и дебютантов, поддержку наших мастеров, поддержку экранизации якутских классиков. Будет также выделяться уже дополнительно другие деньги на материально-техническую базу нашего кино, в том числе и для поддержки наших независимых производителей, и для поддержки Саха-фильма. И вот как раз, когда я с ним разговаривал, я вспоминал даже не то, что от чего я улыбаюсь, да, вспоминал улыбки тех наших московских коллег, которые еще несколько лет назад вот, ну, не хохотали, да, а усмехались, слыша, что такое якутское кино, да, где якутское кино, а где типа мы, да. Вот, ну вот несколько лет всего лишь прошло, в прошлом году якутское кино заняло первое место, взяло гран-при на Московском кинофестивале, а в этом году вот замечательный фильм «Надо мной никогда не садится солнце» получил приз зрительских симпатий. Я вообще уверен, что это, наверное, был лучший фильм, так, Московского кинофестиваля, просто 2 раза подряд давать гран-при якутскому фильму. Фильм, ну, пока еще не поймут, да, но я надеюсь, что скоро станет это в порядке вещей, и мы и не только в России, но и уже на других кинофестивалях за границей, причем самых крупных, будем побеждать. И не только в кино, но и вообще по всем направлениям. Ну да, действительно, Якутия есть чем гордиться. Спасибо большое, Александр Сергеевич, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо.